А без президентки слабо. Это не значит, что мы змирились, никто не змирился. Сейчас такой будет не очень официальный вопрос. Просто нет права уставать, у нас нет права останавливаться. І ніхто Макея, як і нікого з лукашенківського режиму, признавати там не буде. То, что вы нигде не участвуете и думаете, что вы тихонечко отсидитесь, так не получится. Приходит просто за каждым. Добрый день, шановные белорусы! Мы продолжаем нашу серию видео про закулисье поездок офиса Светланы Тихановской, где мы делимся эмоциями, какими-то деталями, о которых мы не рассказали в официальной коммуникации. И вот только что Франек и Светлана вернулись из целого ряда рабочих визитов. Поэтому я спрошу у вас, какие у вас самые яркие впечатления, что самое акцентное, что вы привезли самое нужное оттуда, и поделитесь вообще, как прошла вся эта поездка. В Албании мы поставили вопрос премьер-министру о том, что, например, дети политзаключенных тоже сейчас в стрессовой ситуации. Было бы хорошо организовать программу реабилитации для деток, возможно, для семей, чтобы поехали в теплую страну, отдохнули месяц. Это очень легко, очень просто сделать и в Греции то же самое, и в Албании, и в других теплых странах. И это очень здорово помогло бы преодолеть вот эту стрессовую ситуацию. Конечно, очень много политических вопросов поднимается. Мы ради этого туда и ездим, чтобы держать Беларусь на повестке дня. Каким образом каждая из стран на билатеральном уровне, либо в составе Евросоюза могла бы быть полезной, чтобы, с одной стороны, оказывать помощь людям, медиа, инициативам, а с другой стороны давить на режим в Беларуси, чтобы заставить их наконец-то понять, что другого выхода, кроме как переговоры из сложившегося кризиса, нет. Вот Албания интересная страна. Они там насколько понимают нашу ситуацию, насколько она им вообще близка, насколько они в курсе про то, что происходит в Беларуси? В Албании тоже был кризис перехода от диктатуры к демократии. И вот страны, которые сами прошли через этот путь, они достаточно четко и ясно понимают, что сейчас происходит. Возможно, страна далеко расположена и не всегда повышенный, скажем так, интерес, но вот это чувство солидарности, оно дает им возможность осознания, через что мы сейчас проходим, и у них такое повышенное стремление помочь нам. И премьер-министр Албании, мы с ним долго говорили, и он всячески готов оказывать помощь. Единственное, что нам нужно дать им четкое понимание, что нам конкретно нужно. И тогда и действия будут четче, понятнее для них самих. Я думаю, что с Албанией у нас сложится. Я, насколько знаю, вам даже показали дворец диктатора, который там раньше был, и поэтому, наверное, они нас могут понять. Расскажите, как это было? Да, иногда в некоторых поездках мы организовываем, если есть время, какие-то культурные мероприятия. Это чаще всего то, что связано с Беларусью. Например, где-то выставляются картины Сутина, либо какой-то кусочек Беларуси в стране. Мы обязательно там музей посетим или еще что-то. Так в Албании такой связи с Беларусью нет, но там все еще, знаете, живые воспоминания о диктатуре. Мы посетили дворец диктатора, который он построил для себя и своей семьи. И, конечно, вот такая разница его хорумов и то, как жили обычные албанцы в то время, она, конечно, поражает. Там такая роскошь для всей семьи, отдельные чуть ли не квартиры. И мы можем это перенести на Беларусь. Как живут те, кто удерживает с помощью насилия власть, и обычные белорусы, которые порой просто выживают в стране. И также у нас была экскурсия по подземным переходам, которые соединяли все министерства, там экспозиции, где пытали людей, которые... Там очень много людей было и задержано, и убито в то время, как их пытали, как их
уніжалі, палохалі, сачылі за ім. Вось там ёсць будынак, які па сутнасці беларускі КГБ. І ў кожным пакоі там тут яны правяралі карэспандэнцыю. Калі палітвязням, напрыклад, пісалі, яны кожнае пісьмо ускрывалі. Тут, напрыклад, іх застрашалі, тут паказвалі нейкія прапагандысцкія відэа. А потым тых, каго ўжо везлі, напрыклад, на забойства, іх адвозілі ў асобную камеру. І гэта ўсё нагадвае фільм «Жыццё іншых». Памятаеце пра Штазі, пра ГДР, пра тое, як чалавек падслухоўваў вядомага культурнага дзеяча. Вот у Албаніі гэта было паўсямесна. І мы часта гаворым, што вот Лукашенко хаваецца ў сваім бункеры. І вось пасля візіту ў албанскі бункер, вот у гэтай падземныя пераходы, можна ўявіць, які бункер у Лукашэнкі. Гэта сапраўды цэлае падземнае жыццё. Ходжа, албанскі дыктатар баяўся, што яго прыйдуць скідваць там ці то еўрапейцы, ці то рускія, ці то амерыканцы, і ён збудаваў для сябе цэлую сістэму абароны, але гэта яму ўсё роўна не дапамагло. Ўсё роўна народ развітаўся з дыктатурай, і дыктатара запомнілі як тырана. Ён у гісторыю сышоў як чалавек, які забіраў жыцця албанскага народа. Проста такія рэчы трэба памятаць. І вельмі важна казаць зараз пра тое, што ўсе злачынствы рэжыму будуць захаваныя. І у нас з'явіцца музей памяці ахвяраў эпохі Лукашэнкі. Трэба думаць пра гэта, таму што нельга дапусціць дыктатуры ў будучыні. Тое, што зрабілі албанцы, тое, што яны выставілі на грамадскае абмеркаванне, вось гэтыя экспанаты, палац, бункер, як там харчаваўся і жыў прэзідэнт, гэта дазваляе албанцам памятаць, каб не паўтарыць у будучыні дыктатуры. Албанія — гэта прыклад, калі маленькія краіны могуць зрабіць вельмі многае. Мы ж традыцыйна гледзім там Расія, Германія, Францыя, Великабрытанія, што яны там вырашаюць увесь свет. Албанія зараз правяла 3 гады ў кіраўніцтве АБСЕ, а зараз 2 гады будзе кіраваць ООН. Яна ўваходзіць у Савет бяспекі наибуйнейшей организации Поэтому свету. Вы поехали с ними разговаривать, Абсолютно. чтобы принимать решения, наши решения принимались быстрее. Абсолютно. И это про то, что нават калі ты маленькая краіна, у тебя голос такі самы, як голос США, России ці Китая. І албанцы готовы свой голос аддаць Беларусі. Таму гэты візіт патрэбны, каб сабраць шмат маленькіх галасоў, бо разам яны ўтвараюць вялікую палітычную сілу. Сейчас такой будет не очень официальный вопрос, но мне интересно, что вы отвечаете. Вам же наверняка задают вопросы, и вам, Светлана, и тебе, Франок, о том, как у вас хватает сил до сих пор продолжать, на чем вы держитесь. Такой вопрос звучит периодически, и мой ответ на это ее не хватает. Бывают моменты и депрессии, и кажется, что уже невозможно продолжать от усталости, но ты всегда поднимаешься на ноги мыслями о тех, кто в тюрьмах. И я отвечаю, у нас просто нет права уставать, у нас нет права останавливаться, как и у вас нет права сейчас предавать свои ценности. Вы с нами не только потому, что вот в Беларуси такая ситуация, вы с нами, потому что нарушаются наши общие понятия о что такое права человека, что такое верховенство закона и права. И это ваша просто моральная ответственность сейчас быть с нами. Вы боретесь не за нас, вы боретесь за себя в том числе. И когда сейчас, в принципе, в мире такая угроза нависает, когда диктатура может победить или побеждать, или возобновиться в каких-то странах, это наша общая ответственность этого не допустить. Поэтому будьте активнее, будьте смелее. Вы понимаете, что демократию очень легко потерять, поэтому стойте за те нации, за тех людей, которые сейчас проходят этот сложный путь. Да, не принимать демократию как должное. Хорошо, тогда давайте поговорим, наверное, о самой интересной части визита и самой нашумевшей — это Польша. Ну, давайте, наверное, начнем не с главной встречи. Главная встреча все-таки это встреча с белорусами, но на политической арене главная встреча была с президентом Польши Дудой. И я увидела человека в этот раз, который переживает не только за страну, за вот ситуацию с мигрантами, а переживает за людей, которые сейчас застряли на границе. Он говорит о том, что идет зима, люди, не привыкшие к таким погодным условиям. Он думает о людях,
И мы видим совершенную противоположность со стороны режима, который совершенно о людях не думает. Они используют женщин, детей, да, как оружие, чтобы отомстить Польше, чтобы их шантажировать. И такая разница, конечно, очевидная. У них, ну, в Польше вопрос по миграции очень остро стоит, и мы вместе думали, обсуждали, как с этим справляться. И опять я из раза в раз напоминаю, да, миграционный кризис, с ним надо справляться, но зрите в корень. Никогда не забывайте, кто причина этого кризиса, где она кроется, и прежде всего нужно искоренять корень этой проблемы. И тогда ничего подобного в будущем не случится. Ну, они же четко отдают себе отчет в том. Четко отдают себе в этом отчет, и я прошу, не сдвигайте фокус с проблемы внутри страны, внутри Беларуси на какие-то другие позиции, хотя в Польше уже больше обсуждается кризис, чем миграционный кризис, чем избиение политзаключенных в тюрьмах, поэтому нужно постоянно их возвращать к тому, где кроется суть проблемы. Были также в Польше ряд непубличных встреч, которые, как говорится, нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Вот. А встреча с диаспорой была очень эмоциональной. Такие моменты, когда люди собираются, у них они опять видят друг друга, как в прошлом году в Белоруссии. И это возможность зарядиться энергией друг друга, пообщаться, почувствовать силу, поднакопить каких-то положительных эмоций. Выступал вольный хор с песней Муры, и стоишь, слушаешь, и на тебя эмоции, воспоминания. Это такие эмоциональные моменты. На встрече с диаспорой всегда люди приходят с флагами, с плакатами, с портретами политзаключенных. И вот один плакат обратил мое внимание на себя. Я на самом деле не понимаю вот смысла этого плаката. Возможно, белорусы мне пояснят, либо свои предложения выдвинут. Был такой плакат, где было написано «А без президентки слабо». И вот мне интересно послушать ваше мнение, как вам кажется, что этим плакатом хотели сказать? А может быть, в комментарии придет автор этого плаката и нам расскажет, что он имел в виду непосредственно. Франек, как раз перейдем, там была очень горячая часть, где Светлана отвечала на вопросы белорусов. Что белорусов вообще сейчас волнует? О чем шел разговор? Как Светлана вообще отвечала на эти вопросы? Люди падыходзілі кажуць, Светлана такая смелая, што яна пагадзілася на такі фармат, бо у прынцыпе быў свабодны мікрафон. Стаіць гэта 1000 чалавек, 500 чалавек, я не ведаю, колькі там было, але было вельмі шмат, увесь ты парк забіты. І кожны мог падысці, здаць пытанне, там былі пытанні крытычныя ў тым ліку, на самыя розныя тэмы. Адзін хлопец даў пытанне пра бізнес. Вось вы гаворыце пра палітвязняў, а тыя, хто пацярпелі і згубілі свае фірмы, свае кампаніі, вялізныя грошы. Чаму пра іх не гаворым? І сапраўды гэта добрая ідэя, слушная ідэя. І я памятаю, што падчас сустрэчы, здаецца, з канцылярыяй прэм'ера Светлана, дарэчы, прапанавала адзін з праектаў гэта пашырыць праграму падтрымкі IT-сектару на ўвесь беларускі бізнес. А то чамусь так атрымалася, што мы толькі айцішнікаў падтрымліваем, каб яны пераязджалі, а шмат жа фірмаў, якія ў Менску, з Пружану, з Горадні вымушана пераехалі часова ў Польшчу, каб яны маглі хутка ўзнавіцца, нейкія льготныя умовы для іх стварыць. Вот, Светлана пра гэта казала. Было пытанне... Это бизнес, который стачку поддерживал очень активно. І стачку, і падтрымліваю, зараз падтрымлівае падрыхтоўку, рабочы рух, іншыя ініцыятывы. А потым Ангела з Гішпаніі задала пытанне па-беларуску. Это пісьменніца, паэтка, якая вывучыла беларускую мову, вельмі папулярная ў Фейсбуку. Таксама, як падтрымліваць беларускую мову, і Светлана адказала таксама па-беларуску. Ой, слушай, меня это, конечно, впечатлило, что она испанка, и задал вопрос по-белорусски. Я все еще чувствую некий дискомфорт, когда отвечаю на белорусском, боюсь слова забыть, боюсь ошибиться. Это надо тоже преодолевать, но не могла не ответить по-белорусски, но было бы, конечно, очень неудобно. Один таксама кажа. І выдатна гаворыць Светлана. Я не ведаю, чаму саромеецца, але... Нет, это не стыд, это неуверенность в том, что ты ответишь правильно, подберешь нужное слово.
Вот. Я это понимаю прекрасно, у меня та же проблема. Я пытаюсь вот сейчас учиться и понимаю каждый раз, что публично, когда начинаешь говорить, представляешь всех людей, которые сейчас придут и скажут, все неправильно, все не так. Ну так жа няма, не трэба нікого выпраўляць. І таксама я ўсіх прашу, я сам беларускамоўны, але ніколі не трэба баяцца і ніколі не трэба, калі вы беларускамоўны, выпраўляць ці крытыкаваць тых, хто спрабуе гаварыць па-беларуску, таму што гэта адбівае всялякую матывацыю. Людзі самі павінны да гэтага прыйсці, просто трэба сваім прыкладам паказваць. Ну, да, был один вопрос, извини, что перебила, который меня немножко в ступор поставил, не была готова, про белорусскую церковь. Я, конечно, разволновалась, потому что ну, не особо понимаю в ситуации, там как-то ответила. Потом бывают моменты в жизни каждого человека, когда ты хорошо отвечаешь потом себе, и я понимаю, что государство не должно вмешиваться в дела церкви, но ну, есть куда расти и в самообразовании, и в других сферах. Бывает, было пытанне пра аб'яднанне таксама, таму што ў Варшаве столькі ініцыятываў, усе паміж сабой нейкім чынам канкуруюць, бо працуюць на адным і тым жа полі і кажуць, нам трэба аб'ядноўвацца. І тады Святлана кажа, што слухайце, я вас за ручку не прывяду ўсіх, каб вы аб'ядноўваліся. Вы ўсе тут, у вас ёсць час, каардынуйце сваю працу. І вечарам была сустрэча, адразу з мітынга паехалі ў беларускі дом, дзе сабраліся і Цэнтр беларускай салідарнасці, беларускі дом, гуманітарныя ініцыятывы, якія там працуюць, і дамовіліся, што ўсе падзеляць абавязкі, хто чым займаецца, хто як дапамагае, і фокус зрабіць на тых, хто ў Беларусі. Таму што вельмі часта, калі людзі перамяшчаюцца ў іншую краіну, на жаль, вельмі шмат зараз такіх, пачынаюць жыць жыццём сваім і забываюць пра тых, хто ў Беларусі. Але задача ўсіх арганізацыяў працаваць на тых, хто ўнутры краіны, дапамагаць ім, знаходзіць энергію, смеласць, натхняць, падтрымліваць як магчыма. Были же еще встречи с демсилами, с Пал Палычем, с рабочим рухом, с Байполом. Расскажите, о чем были встречи, как прощания прошли, как Пал Палыч? Ну, мы с Пал Палычем встретились на собрании послов Евросоюза, рассказали свою точку зрения, что сейчас происходит. Они же, их задача послов передать это в свое правительство. Отвечали на многочисленные вопросы. На самом деле тема Беларуси, она никуда не уходит, она сквозная, потому что там затронута тема иммиграции, терроризма, и права человека, и ковид, и все такое. То есть ну, не может Беларусь взять и уйти с повестки дня. Поэтому я, Пал Палыч и Владимир Остапенко рассказывали, дополняли друг друга. То есть работали как одна команда. И на самом деле пропаганда тоже очень часто пытается выставить на международной арене тот факт, что мы, значит, разъединены, нет никакой единой позиции. И ну, это было как демонстрация того, что мы вместе. Даже нам это не надо демонстрировать, мы это знаем, но вот наше совместное появление очень важно для европейцев тоже. Там были встречи с рабочим рухом и с Байполом. Вядома, мужныя людзі. Байполаўцы, як заўжды, трымаюць хватку, смелыя, упэўненыя, ведаюць адказы на ўсе пытанні. Байполовцы вообще мои любимчики, если честно. І вот там не хапае часам, ну, просто бачна, што это людзі там розныя. Я там з грамадскага сектару і з медыа працаваў, там мы трошкі з іншай. Яны з там сілавікоў, з следчых там органаў. У іх трошкі іншы стыль працы. І можа быць на тое, чаго не хапала дэмакратычнаму руху. Да. Яны зараз працуюць з кіберпартызанамі, працуюць з НАУ, з коордынацыйным саветам, з усімі. Ну, такая экспертиза, которой никого из нас нет. Гэта сапраўды такая аснова будучага апарату і сілавога, і следчага. Яны зараз збіраюць і доказы злачынстваў рэжыму, працуюць са злівамі, кажуць, што слухаюць толькі аўдыаматэрыялу, чытаюць тэкставы матэрыял, відэаматэрыял, правяраюць. Фантастычная работа. Гэта дапамагае зараз, гэта дапаможа ў будучыні. Гаварылі пра план перамога, які не можа быць, безумоўна, зараз там агучаны, але ў крытычны момант гэты план і будзе той асновай, якая змабілізуе ўсіх. Бо зараз людзі... такая красная кнопка. Вот, красная кнопка запуск, таму што зараз здаецца, што ўсё сціхла, цішыня, лес, нічого не адбываецца, так не ёсць. Людзі запісваюцца ў гэты план.
Пад кожнага чалавека ствараецца нейкі інструктаж, нейкі механізм там прадпісання, В як яны зависимости от кажуць. профессии, да, Дзе яны жывуць, прафесіі, дзе працуюць і так далей. І потым, калі наступае гэты момант, план запускаецца і ўсе ведаюць, што рабіць. Таму вось гэтая цішыня, яна не павінна нікога з нас падманваць. Гэта не значыць, што мы змірыліся, ніхто не змірыўся. Зараз час падрыхтоўкі. Набіраем сілы, акумулюем энергію, каб у пэўны момант зноў стрэліць. Стачка, якой займаецца рабочы рух, і план перамоги, якой займаецца САЦ і байпол. І вот з ім прагаварылі гэтыя дэталі, пра злівы, пра бяспеку, як зрабіць зараз, каб усе гэтыя пагрозы, якія там лукашэнкаўскія КГБ пасылаюць, каб их нейтрализовывать. Мне кажется, еще байпол прекрасное подтверждение того, вот вы сейчас перечислили, как многим, какими многими вещами они занимаются, и это, по-моему, идеальное подтверждение того, что когда есть мотивация, ты правда любишь то, что ты делаешь, а не вот эта палочная система, где какая-то бесконечная отчетность, какие-то бумажки и страх, что начальник накажет, и я бы чего не вышло, по-моему, показывает, насколько продуктивными могут быть люди. То есть это же не огромный центральный аппарат, их же намного меньше, но сколько они успевают всего делать, просто потому что у них высокий уровень мотивации. Мне кажется, это люди, которые смогут в будущем построить нам нормальную систему вообще правоохранения. Хорошо, а как дела у рабочего руха? Как у них вообще идет набор? Помогают ли они отслеживать нарушения санкций? Какое у них настроение? Потому что я знаю, что были задержания активистов. Я так понимаю, что это все-таки достаточно непросто дается. Была эта серия передач целых на госпропаганде. Поэтому как они держатся и какое у них настроение и боевой дух? Ну, настроение боевое. Они понимают, что сотрудники предприятий, с которыми они работали многие годы, опять же, в заложниках у режима, и назад пути нет, они должны отстаивать каждого, бороться за каждого, поэтому рабочий рух действует, работает, приходят новые люди. После серии задержаний поток людей не угасает. Люди на предприятиях, да и не только на предприятиях, понимают, что ответственность каждого сейчас защитить того, кто работал рядом с тобой. Поэтому, конечно, новости о том, что людей задерживают, они очень неприятные. Это больно каждому, но это не заставляет людей останавливаться, опускать руки, и с новыми силами, как я говорю, злость, она превращается в энергию, которая тебя двигает вперед. Поэтому обязательно вступайте в рабочий рух, поддерживайте своих соратников, потому что то, что вы нигде не участвуете и думаете, что вы тихонечко отсидитесь, так не получится. Потому что сейчас не важно, участвовали вы в демонстрациях, не участвовали, приходит просто за каждым, вне зависимости и не от политических взглядов. Попасть в эту репрессивную машину может каждый. Франек, Маккей ездил в Нью-Йорк, с ним встречались европейские лидеры. Почему это происходит, если целый год мы добиваемся непризнания режима? Почему с ним встречаются европейские лидеры? Маккей ездил на Генеральную ассамблею ОАН. И там збираюцца не толькі еўрапейскія лідары, там збіраюцца ўсе дыктатары свету. Гэта месца, дзе праходзяць усе лідары прызнаных дзяржаваў міжнароднай супольнасцю. І вымушаныя арганізатары пускаць усіх. І Маккей сапраўды ездзіў туды, і ён спрабаваў стварыць ілюзію, што з ім пачынаюць размаўляць. Я думаю, што ён усім адправіў заяўкі на сустрэчу, ён ва ўсе сунуўся там кабінеты, каб з ім хоць хто-небудзь паразмаўляў. Некаторыя пагадзіліся паразмаўляць, бальшыня адмовілася. Мы ведаем публічна, што ён сустрэўся з міністрам замежных спраў Фінляндыі, які выказаў яму ўсё тое, што выказвае публічна, што вызваліць палітвязняў, пачаць перамовы, асудзіць вось гэты гвалт і рэпрэсіі. Таксама сустрэліся некаторыя іншыя, але ніхто Маккея, як і нікога з лукашэнкаўскага рэжыму, прызнаваць там не будзе. Все выдатна разумеюць, што Маккей проста гаварашчая галава рэжыму. І таму мы там думалі, што, можа быць, сапраўды там еўрапейцы думаюць пра прызнанне рэжыму, ніхто там не думае. Міграцыйным крызісам, Ціманоўскай, захопам Ryanair, Лукашенко сабе спаліў масты. Ён сабе перакрыў любыя магчымасці вяртання да перадвыбарчай рэальнасці. Мы таксама размаўлялі з фінамі, Святлана сустракалася з міністрам Хавісту пасля гэтай сустрэчы, і ўсё там нармальна. Так што не трэба баяцца, калі Маккей там акажацца дзе-небудзь у Нью-Йорку, это нічога не значыць. Вунь казалі, што Ярмошына паедзе ў Грузію назіраць на выбарах,
Яны сапраўды зарэгістраваліся ў нейкай адкрытай форме, дзе кожны мог зарэгістравацца, але грузіны папрасілі іх: вы, конечно, зарэгістраваліся, але мы вам не радыя. І ў выніку Ярмошына нікуды не паехала. Ёсць сапраўды нейкія лазейкі, і лукашэнкаўскія чыноўнікі паўсюль спрабуюць там усунуць свой нос праз парламенцкія асамблеі, праз міжнародныя арганізацыі. Але гэта нейкая спроба выскачыць альбо ўратаваць карабель, які тоне. Але ён тоне, і разам з ім тоне і ўвесь рэжым. Ніхто ратаваць іх не будзе. Ну, на этой позитивной для нас и не очень позитивной для режима ноте, я думаю, что мы закончим сегодняшний выпуск. Пишите в комментарии, нравится ли вам такой формат, что еще вы хотите знать про поездки международной команды офиса Тихановской, и мы будем стараться делать новые видео. Спасибо, до скорых встреч.